شاگرد $9. وبخي يخشى يبال أوزج دتخو. إز كل ذاتي تخشى حتى أختون. حاجة كور عادي ليش يستخ. إز حتى أولتنيقي حتى أخجيز يختير. Жильцы многоквартирного дома по улице Висаитова бьют тревогу. Переполненные канализационные ямы образовали здесь, можно сказать, целое болото. С этой проблемой они борются вот уже 6 лет, но со стороны местных властей пока никакого решения не видно. Невыносимый запах по всей округе и полная антисанитария отражается и на здоровье жильцов, особенно пожилых людей. 80-летняя Роза Мархиева за эти годы уже вдоволь надышалась канализационным запахом. حالتها قبلش دينا صور четвертом году عايقتا ديني سياسة سموق باقي ناخد чуть-чуть يجيز يختير. Канализационных ям, как оказалось, здесь несколько. Вот только ямой, к примеру, эту назвать сложно. Скорее, дыра посреди асфальта с переполненной канализацией, а закрыть ее, как оказалось, очень просто. Ребенок упадет, кто будет отвечать? Открытая яма стоит. Несмотря на все эти сложности, жильцы регулярно складываются и приглашают представителей ЖКХ, чтобы откачать переполненную яму. Но уже через день эта же картина повторяется вновь. Мы собираем определенную сумму денег в месяц, 500 и 1000. Но этих средств не хватает. Мы вывезем ее, через 3 дня яма опять полная. А люди живут на зарплаты, на пенсии, не могут себе позволить, чтобы там по 2000 или 3000 складываться на месяц. В итоге, после многочисленных обращений на помощь жильцам откликнулись местные администрации, которые, в свою очередь, пообещали решить этот вопрос в ближайшее время. Проблема есть, проблема не одна. На контроле у главы находится. Есть у нас обращение жителей данных домов. На контроле вчера было совещание по этому вопросу у главы. Решение принимается, будут эти вопросы решены. Сколько времени вам нужно, чтобы принять это решение и закрыть этот вопрос? Ну, я надеюсь, до октября, до 1 октября уже начнутся работы по устранению данной проблемы. Но проблема на этом микрорайоне не заканчивается. Буквально в 10 метрах от многоквартирного дома снова переполненная яма, теперь уже рядом с детским садом «Волшебная страна». Все эти нечистоты вытекают прямо на площадку напротив дошкольного учреждения. На многочисленные обращения заведующей с просьбой помочь им в этом вопросе от местных властей никакого ответа пока не последовало. С горечью и с болью обращаюсь к вам, чтобы именно через телевидение нам помогли. Там нужно, говорят, скопать дополнительную яму, поставить коллектор, и, в общем, решить можно было бы эту проблему, если бы административные ресурсы, административной власти, власть местная помогла бы нам. Все-таки же это город, мы голосовали за этот город. А вот проблема канализации до сих пор существует. Экологи отмечают, картина действительно ужасающая. Колоссальный вред наносится не только жителям, но и природе. Виновного в этой непростой ситуации обещают найти и привлечь к ответственности. Комитет со своей стороны принимает вот то, что сегодня видит как обращение граждан, хотя к нам письменно обращения не поступали, но мы это принимаем как обращение граждан, и согласно специальному закону, 59-й федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан, мы, естественно, это все рассмотрим, примем меры, которые можем принять в рамках имеющегося существующего законодательства, в рамках имеющейся компетенции. То, что выходит за пределы нашей компетенции, мы примем меры, чтобы другие организации, другие государственные органы тоже поработали на данной ситуации, направим им информацию официально. Я думаю, что из этого что-то получится. Казалось бы, администрация города пошла навстречу жильцам дома, согласившись откачать переполненную яму. Но возникает вполне логичный вопрос. До каких пор нечистоты придется откачивать, если корень, а точнее причину проблемы, никто устранять пока не думает? Светлана Томова, Хаваш Гойгов. Новости 24.